телевизоры, то есть информационное обеспечение полностью. Как живут мобилизованные, чем питаются и каков распорядок дня. С этим знакомится заместитель полпреда президента в ПФО. Игоря Паншина сопровождает вице-премьер Рустам Нигматуллин и федеральный инспектор Виктор Демидов. Им показывают расположение бойцов в Казань-Экспо. Сейчас они полупустые, часть призванных по мобилизации на полигоне, часть отрабатывает навыки рукопашного боя. Это дополнительный доп. Подготовка. Это уже наша инициатива. Вот про это я и говорю. Потому что опыт участия дал понятие, что это необходимо. Сейчас мобилизованные живут в 2 павильонах комплекса. Днем боевое слаживание, вечером досуг и отдых. Мы обеспечиваем полное комфортное проживание. Все санитарно-технические все условия мы соблюдаем. Они имеют трехразовый полноценный рацион питания. Также на сегодняшний день у нас на территории существует и действует круглосуточно это медицинская поддержка, санитарная часть. Игорь Паншин пообщался с одним из офицеров, интересовался условиями проживания, разнообразием меню. Вот то, что было сегодня на завтрак, это рацион одного бойца. То есть вполне нормально, она меняется через день. То есть обед, ужин, полностью жалоб никаких нет. Далее Игорь Паншин отправился на полигон танкового. Здесь 2-й месяц идет боевое слаживание, с мобилизованными проводят занятия. Личным составом и оценка. Огневая подготовка, тактическая, радиохимическая, перечень упражнений и ход их выполнения координируется из пункта управления. Отсюда видно и как летают дроны. Каждого военнослужащего здесь учат управлять беспилотником. Одно из самых современных и эффективных устройств на поле боя, с которыми здесь могут заниматься военнослужащие, это вот этот беспилотный летательный аппарат, или говоря по-военному, специальное средство военной воздушной разведки ближнего радиуса действия. Он называется «Элерон», производится в Казани и хорошо зарекомендовал себя в Сирии. Рычагом вставляем специально отведенное для этого отверстие. А так в грозное оружие превращается бытовой квадрокоптер. На его борт снаряжают гранату. При наличии подвеса на нем он работает уже, грубо говоря, в спортивном режиме. То есть он не видит определенные виды препятствий, но это добавляет сложности в управлении, но не сильно критично, скажем так. Все зависит от вас в этом случае. Ну, конечно, в любом случае от оператора зависит 100%. На этой площадке мобилизованных учат стрелять, в основном в ближнем бою, из окопов, зданий и городской застройки. Граждане, призванные из запаса, получают навыки безопасного и уверенного действия с оружием. А это одна из самых высокотехнологичных площадок. Медиков обучают на манекене, который полностью воспроизводит организм живого человека. Накладывается жгут как можно ниже к ранению. Его зовут Гоша. Это разработка казанской компании. Он может дышать, из него течет кровь и замедляется сердцебиение. Но при правильно оказанной медпомощи он идет на поправку. Все жизненные показатели контролируются в специальной программе. Очень сильно помогает нам. Потому что они как живые. Просто обычно манекен тоже тяжело, а он компьютер показывает, что он, как сказать, в каком состоянии, остановилось кровотечение или нет. Сегодня же Игорю Паншину показали и как проходит тактическая армейская стрельба. Эти упражнения мобилизованные отрабатывают в тире. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.